оказывается, топливо есть у меня. Ну да. Мультяж. Всем привет, ребят. Сегодня хочу попробовать завести вот эту электростанцию. У меня мощность тут 720 ватт. Небольшая такая. Чтобы, скажем, заряжать телефоны, свет в избушке. На это вполне достаточно. И если я смогу, если я смогу завести, я еще хочу попробовать. Подсоединю свой сварочный аппарат. Как бы потянет или нет, попробовать хочется. Так. Сюда. Сюда. Лет не заводил. В прошлом году вообще не заводил. Не знаю, заведется нет. Вроде работает. Вот такой чемпион. Сейчас еще попробую подсоединить сварочный аппарат. Потянет или нет, интересно.
Так, ну что сказать. Работает вроде как. Я это тоже с собой буду брать в тайгу. Вон такая мощность. Получается 650, 720. Дает ток 220 ватт. Ну и тут у меня сварочный аппарат. Получается 200. Не знаю, где расшифровка. Нету, чтобы толком объяснить. Ну, короче, эта станция, вот этот сварочный аппарат не тянет. Я думал, если потянет, то можно с собой брать, скажем, в любое место, в любую избу, там где-то что-то приварить. А, вот он. Нет, это не то. Это не то. Но обломался я. Не хватает мощности. Мало тока дает. Для этого сварочного аппарата больше нужно. 2-киловаттник, наверное. 2-киловаттник-то точно потянет. Ну, самое главное, работает. Здесь запасные свечи. Много раз я менял уже эти свечи. Заливает частенько. Тоже с собой буду брать. Вот. Бензин там полбака еще старый. Долил там свежий бензин. Ну и масло еще можно долить, чтобы уже наверняка. Соседи хлеб разбирают. Полным ходом дела идут там у них. Первый урожай калины с этого куста. Вымахал больше 2 метров, и урожай только начал давать. Думал, вообще он такой попался, что никакого урожая ягоды не будет давать. Это все идет подготовка к охоте.
Много в этом году и не понадобится. Красивые ягоды. Кислая она. Очень. Поэтому до сих пор еще в кустах никто из птиц не клюет их. Ну вот. Там еще кустик. Хочу пересадить этот куст в другое место. Не знаю. Там от этого может нет погибнуть. Вон они. Вот так вот. Так, ну что, сезон теплиц закончился. Сейчас я вот все это буду убрать еще. И ботву надо выкинуть отсюда, все это убрать. И до следующего года уже здесь делать больше нечего. В следующем году снова также будем сажать огурцы. Хороший урожай в этом году был. Очень даже хороший. Новый парник. Будем считать, себя окупил даже. Даже больше дало урожая, чем мы ожидали. Да и каждый год так. Была бы погода, и урожай будет. Вон там еще огурцы, остатки. Это как грибы собираешь, вроде все собрал, а поворачиваешься, там еще находишь. Так же и здесь. За листьями они прячутся. Вон. Тулан, любитель огурцов. В принципе, сегодня я ему уже давал, но он, думаю, не откажется, если я еще повторно дам.
Ну вот, конечно, женские руки намного лучше бы сделали, но я привык сделать грубую работу. Ну, в принципе, нормально. Следующую весну уже жена все здесь как надо сделает. Вот сколько огурцов еще нашел. Так, раз, два, три, 5, 6, 7. 7 нормальных и гнилых еще там дофига было. Чистота, порядок. О, блин, ты смотри. Ага. О, здесь что-то, какая-то дырка получилась. Это считается некачественная пленка. Прошлая пленка, которая была вот на старом парнике, блин, 10 лет простояла, а вот это уже из-за какой-то царапины пошла по шву. Хреновая пленка, я думаю. Но так в целом все нормально. Вроде нигде ничего, никаких дырочек я не нахожу. Там надо отремонтировать. Ну что, ребят, я сейчас, как вы видели, убрал свеклу. И с этого огорода, вот, смотрите, с этого огорода получилось, ну, чуть больше ведра, может 15 литров. 20 литров нету тут. От силы 15-12 литров. Свекла с размером редиски, вообще мелкая. Есть покрупнее, но свекла не уродилась. И несколько лет уже такая картина. Не знаю от чего. Может у нас земля такая, может чернозем нужен, может наоборот глинистая земля нужна, может такой сорт попался, что не уродилась. Ну, какие-то с пупырышками, блин. Вон, инвалиды какие-то, блин. Но самый полезный овощ — это свекла. Для организма это самый полезный овощ. Советую всем. И дайте мне совет, чтобы свекла более-менее крупно росла. Что мы не так не сделали. А и Кузя появился. Кузьмич, куда ты? Вырос. Большой уже стал. Ну, здесь пусть подсохнет и уберем. Вот так. А морковь пока оставим. Сегодня я трогать его не буду. Морковь более-менее крупные они. Думаю, урожай лучше будет. Ой, да я маленький. Может быть, что одни такие. Ну вот, я говорю, они крупные. Вон,
Морковь-то ништяк. Вон они как. Хорошие они. Крепкие. Урожай моркови хороший будет. А свекла не уродилась. Вот так вот. Вот занесу. Будем витаминчики кушать. Смотрите, солнце идет за горизонт. Прекрасный вечер. Вороны летают. Где-то кто-то трактор заводит. Кто-то пилит там вдали, слышно. Красивый закат. Вообще прекрасный штиль. Погода. Тепло на улице. Тулан. Я накормил собак, иду, загнал вольер. И последняя работа, что осталось, сейчас буду затапливать баню. Тут железная печка у нас. Железная печка из обычных дисков от КамАЗа. Затапливаю такими горбылями. Сейчас дни теплые и мало дров. Этот, как его, для затопки надо, быстро жар дает. Да и вообще горбыли. Сухие горбыли, именно сухие горбыли очень хорошо жар дают. Целую печку закидываю. Ну и еще бывает там подкинешь. И все. Немножко показал свой день сегодняшний, чем я был занят. Это последняя работа на сегодня. Затоплю баню, паримся и будем отдыхать. Вот так. Так и проходит дни. Я сейчас до этого убирал с огорода вот этот свеклу, там кучу, и ровно 20 литров там, ребят, получилось у нас. Я на взгляд так прикинул, думал, и 20 литров там нету, а ровно 20 литров. Мелкие, правда, но, как жена говорит, чем меньше, тем сочнее, тем вкуснее. В принципе, так и есть, как и рыба, скажем. Щука, она тоже, чем мельче, она вкуснее. Мясо мягкое и вкус другой. Вот. Щелинку какую-нибудь и туда бересту. Одним словом, этим моментом я буду заканчивать это видео. Один день из моей жизни, будни Олега. Сегодня суббота, банный день. Летом почти каждый день мы топили баню, а сейчас, ну, сейчас меньше, как бы, физически работаем, меньше потеем. Жара меньше на улице бывает, там погода вообще прохладная, в эти дни были до этого. И 2 раза в неделю, в принципе, хватает нам баня. Некоторые каждый день баню топят, но нам хватит и 2 дней. Это уже от нас зависит, там, скажем. Баню затопить делал-то 5 минут. Воды натаскал. Что-то береста какая-то интересно попалась. Вот, еще тут подкину, дрова остались.
тебе пойдет. Полный обзор бани не буду делать, но вот печка у нас тут 3 из 3 дисков. Дальше на печке вот такие камни. Здесь горячая вода будет. От бака идет кардан от Зила, которая тоже наполнена водой, и на огне он. И огонь там греет эту воду в этом бачке. Здесь, не знаю, наверное, 30 или 40 литров. Для семьи 4 человек эта горячая вода вполне достаточно. Вот. Уже разгорается. Ладно, ребят, все, всем пока и ждите новое видео. А на сегодня буду заканчивать. Всем пока.